Ювелирные украшения, сувениры с якутской символикой, ковры и цветы из бисера. В Мирном народные умельцы представили продукцию, в основном сделанную своими руками. Подробнее о выставке ярмарки расскажет Елизавета Кочетова. Аллея мастеров в 6-й раз встречает гостей солнечного праздника Исаах. Производители ювелирных украшений, посуды, издательства и народные умельцы выставили свои необычные творения. Обереги для машины, махалки и вот этот вот ковер Мария собственными руками сшила. Скажите, пожалуйста, сколько времени у вас ушло на его изготовление? Это начиная с февраля месяца по май. Мария Петрова вместе с мамой расшивала этот ковер бисером 4 месяца. В их семье принято все делать своими руками. Искусство рукоделия передается из поколения в поколение. Скажите, пожалуйста, а что вы делаете? Мэнди, Что это такое? мехенди. Майя Никитина, художник творческой студии «Восприятие», хочет мир сделать красивее. Пишет картины, расписывает бутылки, камни, добралась и до людей. Мэнди или мехенди – так в Индии называется нанесение рисунка хной. Держится он несколько дней в зависимости от типа кожи. 4 дня, может, неделю держаться. Но 4 дня вот у меня девочки беленькие, которые белокожие, у них оно слабенько держится. Которые смугляночки, у них долго держится красиво. На выставке были украшения из драгоценных металлов и полимерной глины, открытки с бумажными цветами и многое другое. Эта ярмарка не только для взрослых, для детей здесь тоже есть интересные поделки. Чтобы сделать вот эти тапочки, нужен шаблон. Этот тапочек, когда его делаешь, он плоский. И он вот такой величины, он большой. Мы его закладываем шерстью, потом мочим водой с мылом. И все это начинаем потихоньку притирать. Вот. Он притирается, и потом, когда шаблону становится тесно в нем, шерсть же садится под воздействием воды, трения, все это. И, значит, дальше он уселся, мы его разрезаем, вытаскиваем шаблон и начинаем формовать тапочки. Мастер-класс для нас занял всего пару минут, а на мокрое валяние этих тапочек у Ольги Семидетковой уходит минимум 2 часа. Все изделия – варежки, платья, шарфы и шапки из шерсти мериноса. Этот материал не дает человеку замерзнуть, когда холодно, и перегреться в жару. Искусству валяния Ольга училась всего 12 часов, но постоянно поддерживает свои знания и получает новые из интернета. Основы я знаю. Дальше учеба идет по мастер-классам. Я покупаю их. Я, значит, на вебинарах участвую, потому что сейчас много в интернете, очень много информации. И поэтому вот все руки должны научиться. Здесь мыло, вода, руки и шерсть. У нас 4 компонента. Изделия посетители ярмарки приобретают не только для себя, но и в качестве сувениров для родных и близких. Мастерицы признаются, что большого дохода их увлечения не приносят. Занимаются рукоделием в основном для себя. А по словам организаторов аллеи мастеров, такая выставка гостям праздника необходима. В этом году участников ярмарки было меньше, чем в предыдущем, но каждый раз она открывает новые таланты. Ну а мы будем ждать, что народные умельцы удивят нас и на следующем Исаахе. Роман Ларин, Елизавета Кочетова, телеканал «Алмазный край».